I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Приветствую вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Forgive me that I don't speak your beautiful language, Простите, что не говорю на вашем прекрасном языке. but I hope you understand mine. Я очень надеюсь, что вы мой понимаете. But God has given me a voice Господь so that you подарил can мне really голос, understand. чтобы вы могли сегодня понять. As you've heard, I'm from KwaZulu-Bantu Mission in South Africa, Как вы уже слышали, я из миссии KwaZulu-Bantu из Южной Африки, but I'm not alone. но я здесь не один. My brother Sergei Selyukov is here. He's sitting over there. If you'll Здесь мой stand up. брат Сергей Селюков, он с нами сегодня. He's an African American. Он африканский американец. It's just the light that you cannot see the color correctly. Он немножко светленький, поэтому вы не можете настоящий цвет его кожи увидеть. Well, God called him from Russia to America and now from America to Africa. Господь призвал его из России в Америку, а теперь из Америки в Южную Африку. So the Russians are even coming to Africa. Поэтому русские даже идут и в Африку. There's many of them. И их много там. We were worried about a Russian invasion a little time ago. Некоторое время тому назад мы переживали за российское вторжение. But the good thing is these Russians that are invading us are Christians. Но очень хорошая новость та в том, что те русские, которые к нам приезжают, они братья наши. Before 1994, До 1994 года, when the whites ruled South Africa, когда белые руководили Южной Африкой, the Russians were our enemies. русские были нашими врагами. We were fighting communism, И мы сражались с коммунизмом. and the Russians were backing up the terrorist movements in Africa against South Africa. А русские спонсировали все эти террористические организации в Южной Африке. But in Christ, Но во we are Христе one. мы теперь одно. And that's what's so wonderful. И вот это, что самое замечательное. Alo Stegen is still very well at his age. He turned 80 this year. Эрло Штейген поживает очень хорошо. Господь ему дарует силы. Ему уже 80 лет исполнилось в этом году. Some of you will remember him from 1997-98. Некоторые из вас помнят его. В 97-м и в 98-м годах мы посещали вас. He was here in Sacramento, Он здесь был у вас в Сакраменто. and a few of us were with him. И некоторые из нас тогда были вместе в его команде. So it's wonderful that God has given me this opportunity with Sergei to be here Поэтому так amongst you. прекрасно, что мы еще раз можем посетить вас в этот раз вместе с Сергеем, еще раз здесь, на этом месте. God is still working very much in Africa as he was from the beginning of the revival. Господь продолжает работать в Африке, точно так же, как Он начал это великое покаяние, пробуждение еще с тех времен. So nothing has changed. It's only got bigger Ничего не изменилось, только выросло by God's grace по alone. Божьей благодати, только в Божьей благодати. So in Africa, all over the world, God is working through KwaZulu-Bantu mission still. В Африке и по всему лицу земли Господь использует эту миссию KwaZulu-Bantu. We have a mission now in Russia У as нас well, уже миссия есть даже в России. in Lipetsk. I think that's how you say the name. Where is it? Lipetsk. Липецк. Lipetsk. В You Липецке. see, I got it all wrong. But that's where it is. Вот где находится сейчас миссия наша. And pray for us Молитесь за нас, пожалуйста, as well that God would help us in чтобы our work. Господь помог и благословил нашу работу. The work of the Lord is very big, Труд перед Господом, он очень большой. and the workers are few. И так мало трудящихся. Jesus said, pray to the Lord of the harvest that he will send workers into the field. Господь учил нас, молитесь, чтобы Господь послал тех, которые будут пожинать, потому что нивы уже побелели. We have some Russian young people that have joined us at our mission. В нашу миссию присоединились многие русские молодые люди. Sergei and myself, we are at a branch of KwaZulu-Bantu mission about 700 kilometers north of the main mission. Мы с Сергеем находимся где-то 700 километров к северу от основной миссии KwaZulu-Bantu. And we work mainly there amongst the Swazi nation. И мы там трудимся среди народа Свази. So
We have a great need of teachers. У нас огромная нужда в учителях. So if there's any of you young people that have a calling as a teacher and you don't know where to fulfill it, we can tell you. Если среди вас, молодых людей, есть такие люди, которые чувствуют свое призвание быть учителем, и вы еще не нашли свой путь, то мы вас приглашаем. There are many orphans. Очень много детей без дома, без родителей As a result of AIDS. из-за вот этой эпидемии СПИДа. Many people die of AIDS in Africa. Много людей умерло от этой эпидемии And СПИДа. they leave orphan children behind. И очень много сирот остается после вот этих So эпидемий. we have a school there at our mission for orphans. У нас есть школа для вот этих интернатовских детей. Pray for that as well. Молитесь за нее также. While I don't want to take too much time, Не хочу очень много вашего времени занимать. you are all welcome to visit us. Пожалуйста, приезжайте, посещайте нас. Our brother Peter Kiriluk, he's visited us before. Брат Петр Кирилюк нас посещал раньше. His son is there with us on the mission, Tony. Его сын сейчас с нами там находится. So you are all welcome. Поэтому добро пожаловать It's всем. not far. Недалеко. From here about 25 hours, then you're there. 25 часов всего лишь, и вы уже с нами. We'll pick you up from the airport Мы заберем вас из аэропорта and look after you. и присмотрим за вами. Don't worry about anything. Не переживайте ни о чем. You're never too old to come, Не важно, какой у вас возраст, but you can be too young to come. но вы можете быть только слишком молоды, чтобы Our прийти. government has become very difficult. Наше правительство сделает определенные ограничения, с ним тяжело работать. We have a communist government now, У нас фактически коммунистическое управление сейчас. and they've just brought out a new law И новый закон они только что пропустили, that no child is allowed into the country without an unabridged birth certificate and both parents. не разрешено детям въезжать в страну без разрешения родителей, и еще специально нужны сертификаты о рождении. Короче, длительная процедура. So if you're young, you need to come with your parents. Так что если вы молодой человек, совсем молодой, еще не имеете паспорта, вам обязательно нужно с родителями ехать. But that's also good. Ну, это может быть и хорошо. Okay, brethren, let's read God's word Итак, братья мои возлюбленные, давайте прочитаем Слово Божие. in 2 Corinthians 2 Коринфянам, chapter 6, 6 глава, starting from verse 14. с 14 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. Do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? And what accord has Christ with Belial, or what part has a believer with an unbeliever? Какое согласие между Христом и Валиаром, или какое соучастие верного с неверным? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. И поэтому выйдите из среди их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Я буду вам отцом, а вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. We just read that far. Вот до этого места мы прочитаем. Now, this is one of my favorite passages in the Bible. Это один из моих любимых отрывков в Священном Писании. It has so much in it. Так много есть для нас. It's so special. Он такой особенный.
Because Paul says, therefore, having these promises, beloved. Да, Павел здесь говорит, имея вот эти обетования возлюбленные, He's talking to the beloved. он говорит возлюбленным. He's not talking to the heathen or the unbelievers. Он не говорит нечистым, он не говорит неверующим. He's talking to the beloved, the church of Jesus Он Christ. говорит верующим, возлюбленным, церкви Господа Иисуса Христа. He's talking to you and to me. Он говорит вам и мне. And he's talking to us today. И он говорит сегодня к нам. In this day and age in which we live. В это время, в это неспокойное время он проговаривает к нам. And he calls us the beloved of God. И он называет нас возлюбленные Божии. Those whom God has called. Тех, которых Господь призвал. Those who God has rescued and plucked out of the fire of this world. Тех, которых Господь вызвал из этого огня, из этого пламени. Do you know that God has called you? Вы знаете, что Господь призвал вас, не так ли? If not, Если нет, you would be in the world. тогда вы уже должны были быть все You в would мире. be drinking and carrying on and living a life without God Вы and бы without жили hope. ту жизнь, которая без Бога и без надежды. But the fact that you are here tonight Но факт заключается в том, что так как вы in сегодня this здесь, church building так как вы находитесь в этом церковном здании, tells you that God has called you напоминает вам о том, что to Бог be призвал one вас, of His beloved чтобы children. вы были Его избранными, возлюбленными детьми. Never doubt that. Никогда не It's сомневайтесь. God's grace that we are here, brethren. Это по Божьей воле, по Божьей благодати мы здесь. John says, Иоанн говорит. the Apostle John, he says, what kind of love is this? Апостол Иоанн говорит, посмотрите на эту любовь. That we should be called the children of God. Что мы называемся Божьими детьми. Have you ever thought about that? Вы думали когда-нибудь над If этим? you're a child of God, Если вы Божье дитя, have you ever thought, why? вы проанализировали, почему? Why did God choose me? Почему Господь призвал меня? Why did God open my eyes? Почему Господь открыл мои глаза? Why didn't He leave me in darkness? Почему Он не оставил меня в темноте? I grew up in a Christian family. Я вырос в христианской семье. Well, Christian. Ну хорошо, You know, христианское. everything's Christian these days. Все христианское на сегодняшний Just день. put the label on it and we make it Christian. Просто наклейте наклеечку, и это станет христианским. I call it Christian because they believed that there was a God. Я называю их некоторые христиане, они говорят, был когда-то Бог, But I was in blindness and in darkness. но по сути я был в слепоте, я был в темноте. My own mother shot herself Моя мама сама застрелила себя. when I was 7. Мне было 7 лет. My father was a hobo, a tramp. I don't know what you call it here in the Отец US. после этого, можно сказать, был просто на улице, My grandmother, бездомный. Моя бабушка, my babushka, I like that name. It's one Russian word I like. I мне can нравится, say. вот одно из русских слов, которое мне нравится, это Babushka and хорошо. бабушка и хорошо. My grandmother Моя бабушка, was a clairvoyant. She Clairvoyant. could see the future. She had occultic power. у нее были какие-то оккультические силы, Although she believed the Bible. хотя верила в Библию. She never went to church, Никогда не ходила в церковь, but she taught me to read the Bible, sent me to Sunday но school. посылала меня в воскресную школу, научила меня читать Библию. But they never knew God. Но они никогда не знали Бога, эти люди. And yet, when my mother died, И когда моя мама умерла, I learned a scripture verse. я заучил вот этот стих. The one I know the best because I saw it from when I was 7 years old. Стих, который я лучше всего заучил и запомнил на всю жизнь, с 7-летнего возраста. Because when my mother died, Потому что когда умерла моя мама, we visited the graveyard, the cemetery, every Saturday. мы посещали кладбище каждую субботу. And on the tombstone И там на вот этом was памятнике written these words. были написаны следующие слова. My grace is sufficient for you, Моей благодати достаточно для тебя, for my strength is made perfect in your weakness. потому что сила моя проявляется в твоей The words of the слабости. Apostle Paul from 2 Corinthians chapter 12. Это слова апостола Павла из 2 Коринфянам, 12 глава. That's why I say we were kind of Christian, Вот почему я говорю, мы были как будто бы христианами, but но we did not know God. мы не знали Бога. It was just a name. Это было просто имя. It was just a belief. Это было просто как будто бы исповедание. And I often think back
И я часто вспоминаю. And I think, but Lord, how did you save me? И спрашиваю Господа: Господи, как Ты в этой ситуации мог меня спасти? I had friends. У меня были друзья. I was a drunkard like my father. Я был таким же выпивающим, как и мой отец. I was a drug addict. Я был и наркоманом. I lived a loose life. Я жил распущенной жизнью. I had no time for God У or меня for не the было church. времени для церкви, для Бога. But God saved me. Но Бог меня спас. Jesus saved me. Иисус спас And меня. I don't know how he did it. И я не знаю, как Он это If you сделал. ask me today, I cannot tell you. Если сегодня вы спросите меня, я не знаю, что вам ответить. All I can say is with the Apostle Paul, Все, что я могу сказать словами it was апостола not Павла. by works, Не нашими делами, because I had none. потому что у меня никаких It was дел, by нет, grace но alone. только по благодати. So I can identify with the Apostle John when he says, what manner of love is this? Поэтому сегодня я могу понять, о чем говорил апостол Иоанн, что за любовь послал нам Отец. That a little devil like me should have been called a son of God and be saved. Чтобы такой маленький дьяволенок, как я, мог познать Сына Божьего. This morning in another church, Сегодня утром в другой церкви I mentioned something about tattoos because it's become the fashion in the churches. я кое-что сказал о татуировках, потому что некоторые церкви приняли это как за моду. And I went to jail for drugs when I was in South Africa. Когда я был в Южной Африке, мне дали приговор, я был в тюрьме. While I was there, Пока я был там, это было за наркотики. I got a tattoo on my leg. На моей ноге я сделал себе татуировку. It was a mark that all the drug addicts had that went to this certain prison. Это своего рода такая была маркировка, которой все наркоманы, которые были судимы за наркотики в этой тюрьме, каждый себе ставили эту напечатку. When the Lord saved me Когда же Господь меня спас and gave me children, и дал мне детей, my son Jonathan, мой сын Ионатан, when he was about 3, где-то 3 годика ему было, he saw this tattoo on он my leg. увидел на моей ноге эту татуировку And he said to me, Daddy, what's that? и сказал: папа, что это? So I told him. Я ему рассказал. The Bible says we must tell our children where we come from. Библия говорит, что мы должны признаваться пред нашими детьми, How the откуда мы Lord пришли. saved us out of Egypt. Как Господь спас нас от этого Египта. So I told him, my boy, И я сказал своему мальчику: your father твой отец was a child of the devil, был сыном дьявола. and I lived as a child of the И devil. жил я как сын дьявола. And he listened to И me, он слушал меня, and he accepted it. и он принял это. A few months later, Nесколько месяцев тому he saw the спустя tattoo again. он увидел татуировку опять. He said, Daddy, what did you say that was? Папа, а ну-ка еще раз, что ты сказал это было? I told him the whole story over. He was only 3 or 4. И еще раз ему напомнил, ему только 3 года, I помните? started off again. I said, my boy, I was a child of the devil. И еще раз сказал: я был сыном дьявола, мой мальчик. And then he said to me, Daddy, И потом он сказал: папочка, were you a devil? а ты что, был дьяволом? I said, no, my boy, I was a child of the devil. Нет, я был детем дьявола. He says, yes, but then you must have been a devil. Тогда ты был дьяволом тоже. You see, a 3-year-old had to open my eyes. 3-летний сынишка открыл мне глаза. If you're a child of the devil, Если ты сын дьявола, well, you're a little devil. ты маленький дьявол. And God saved this little devil И Господь меня сохранил, поэтому я и говорю, что я and был made him a маленьким child дьяволом. of God. И сделал из меня сына That's своего. why this scripture is so precious to me. Вот почему это настолько драгоценный отрывок Писания для меня. Because these promises are so wonderful. Потому что эти обетования настолько глубокие. The second part of verse 16 says, God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. Вторая половина 16 стиха говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Verse 18 says, I will be a father to you. И 18 стих продолжает: «И буду вам отцом, You will be my sons and my daughters. и вы будете моими сынами и дочерями». That's what the Almighty says. Вот что великий Господь Вседержитель говорит. Dear brethren,
Дорогие братья, Doesn't that touch your heart? разве это не касается ваших сердец? Doesn't it stir your heart to think that that's what God says? Разве это не возбуждает вашу внутренность? Так говорит Господь. That's what God wants. То, что Господь хочет от нас. He wants to walk with you. Он хочет с нами ходить. He wants to dwell in you. Он хочет вселиться в нас. He wants to be your God. Он хочет быть вашим Богом. He says, I'll be your father, Я буду твоим отцом. and you will be my sons Ты and my будешь моим daughters. сыном и дочерью. What more do we want? Что большего нам надо? What's better than that? Что лучшего нам надо? To say, God is my father. Сказать Богу: Бог, Господи, Ты мой Отец. He's a perfect father. Он совершенный Отец. He's wonderful. Он прекрасен. He's amazing. Он невероятен. He'll never fail you. Он никогда вас не опустит. Your own father will fail you. Ваш собственный Отец может. The best earthly father will fail you. Самый лучший земной Отец может сделать ошибку. But God will never fail you. Но Бог никогда не допустит. How stupid we must be to reject such an offer, such a promise. Насколько нужно быть недалекими, чтобы забывать такие обетования, такие благословения. It's wonderful. Они It's прекрасны. marvelous. Это восхитительно. But, dear friends, Но, дорогие друзья, beloved, возлюбленные, there's a condition. есть условия. And this is where we fail. И вот где мы постоянно делаем We, the ошибку. beloved, Мы, возлюбленные, forget the people outside. забудьте о тех людях, которые вне стен. This is written to the beloved. Написано для возлюбленных. And Paul speaks to us as the beloved. И Павел для нас, возлюбленных, говорит. And he pleads with you. И он умоляет. He says, do not be unequally yoked with unbelievers. Пожалуйста, не преклоняйтесь под чужое ярмо с Don't неверными. mix with the world, Не смешивайтесь с миром, the enemy of God. потому что это враг Богу. He says, what fellowship has righteousness with lawlessness? Какое общение может иметь праведность с беззаконием? What communion has light got with darkness? Что общего есть у света с тьмою? In other words, Другими словами, some of the beloved некоторые возлюбленные mix things in their lives. смешивают вещи в своей They жизни. mix light and Они darkness. смешивают свет и тьму. You mix the things of the world with the things of God. Они смешивают Божье с мирским. He asks, what accord has Christ with Belial? И здесь в конечном итоге он спрашивает, а что общего Христа с Велиаром? What part has a believer got with an unbeliever? Что общего верующий имеет с неверующим? Or the temple of God with idols? Что может иметь общего храм Бога с идолами? He's asking a question. Он задает эти вопросы нам. He's appealing to you and to me to answer. Он хочет, чтобы мы услышали его ответ. How can we mix these things, brethren? Как мы можем смешивать эти вещи? How can we love God and the world? Как мы можем любить Бога и мир? How can we love the entertainment of this world and God at the same Как time? мы можем любить вот эту индустрию этого мира и Бога в то же самое время? We should answer the question. Мы сами должны ответить на этот вопрос в первую очередь. Paul appeals to us. He says, how can you do it? Павел нам задает нам вопрос, как мы можем это делать? He says, because you are the temple of God. Вы являетесь храмом Бога. In Corinthians 1, chapter 6, 1 Коринфянам 6 глава. Paul asks the question about 5 times. Павел задает этот вопрос 5 раз. Do you not know? Разве ты не знаешь? Christian, Христианин. do you not know Разве ты не знаешь, that христианин, your body is что the temple of the тело твое Holy Ghost? является храмом Духа Святого? Do you not know that Разве he ты who не is знаешь? joined to a prostitute has become one with her? Что тот, который присоединяется, совокупляется с блудницей, становится одним с ней. He asks, do you not know that Разве the ты- unrighteous will not go to heaven? Разве ты не знаешь, что неправедные Царство Божие не наследуют? We've got confused. И мы полностью в замешательстве. This generation, Это поколение we've been confused. у нас просто We've been замешательство. deceived Нас обманули. by the evil one. Обманщик нас обманул. The devil has confused us. Дьявол полностью He's заместил. lied to us Он обманывал нас. and told us that it's all И okay. говорил, что все это нормально, это God is a естественно. God of love. Бог — это Бог любви.
God will never reject you. Бог никогда не отвергнет. God will bless you, Бог благословит тебя. regardless of how you live. Не важно, как ты будешь жить. It's not true, brethren. Это неправда, братья. Beloved, it's not true. Возлюбленные, это неправда. God loves you Бог любит вас with an everlasting love. с вечной своей любовью. But God is God, Но Бог есть and He Бог, will not change. и Он не изменен. We will have to change. Мы должны измениться. Это If другой we вопрос. want these promises to be fulfilled, Если мы хотим, чтобы эти обетования жили в нас, we'll have to do what God says. мы должны делать то, что говорит Бог. He's not going to do what we want. Он не сделает то, что мы хотим. We can't claim the promises. Мы не можем провозгласить Его обетование. Isn't there such a thing today all over Сегодня по всему лицу земли есть вот такое вот движение. Christian television? На христианском In телевидении, the church, в церкви, people say, just claim it, name it and claim it, it's yours. говорит, захватывайте благословение, требуйте, это ваше право. No, Обетование для вас. brethren, Нет, no. нет, братья мои. God will not be mocked. Бог не будет в поругании. God has not become modern. Бог не станет современным. God has not changed His Бог ways не изменил свои пути to fit in with для man. того, чтобы сейчас стать подобным человеческому. He's still the same. Он тот же самый Jesus остался. Christ, the same yesterday, today, and Иисус forever. Христос, как написано, вчера, сегодня и вовеки тот же. Nothing will change Him. Ничего не изменит Его. No modernism, Никакой модернизм, no humanism, никакой no гуманизм, communism, никакой коммунизм, no gay and lesbianism, никакой гомосексуальности, лесбианизм, No если есть такие слова, feminism. ни феминизм, nothing. ничего will этого, change God. ничего не изменит Бога. We have to change. Мы должны измениться. We have to repent. Мы должны каяться. We have to cleanse ourselves. Мы должны очистить наши If сосуды. we want God's presence. Если мы хотим Божье присутствие в нас. We live in a difficult time Да, мы живем в тяжелое where время. many young people leave the church Очень многие молодые люди уходят из церкви. and they give up. Они сдаются. Why? Почему? God is not present. There's only a form of godliness. Есть только форма божественности. But we have the promise. Но у нас есть обетование. We can have the Almighty, Мы имеем вечного, the triune God, триединого вечного Бога, dwelling amongst us. который обитает среди нас. In my heart, В моем сердце, in my life, в моей жизни, in my в family, моей семье, in my home, в моем In my доме, church. в моей церкви. wherever I go. Где бы я ни пошел, I куда have бы я ни this пошел, promise. у меня есть это обетование. I will dwell in you. Я буду обитать в I тебе. will walk with you. Я буду ходить с тобою. Is there anything better? Есть еще нечто Is there лучше. anything more precious? Что-то еще более драгоценного есть? Money cannot buy it. Деньги не могут это купить. Only obedience to God. Только послушание Богу. So God says to us, beloved, Поэтому Господь здесь говорит, возлюбленные, we need to answer these questions. вы должны ответить на эти вопросы. We need to look at our lives. Мы должны посмотреть на свою жизнь. You need to look at the way you live. Нужно посмотреть, как мы живем. Not on Sunday. Не в воскресенье On только. Sunday, we're all good В Christians. воскресенье мы все хорошие On христиане. Sunday, all the wives are very submissive to their В husbands. воскресенье все жены послушные жены. Yeah, in the service. Но только на служении. On Sunday, the children all look so good, В воскресенье дети выглядят тоже so очень sweet, хорошо. so obedient. Такие послушные дети у вас. But you know, Но, знаете что? life is not lived in church on Sunday. Жизнь — это не только жизнь в церкви по It's воскресеньям. lived at home. Жизнь также проживается и Tomorrow's дома. Monday. Завтра понедельник. Tomorrow you have to face reality. Завтра есть реальность, которую нужно лицом к Back лицу at work. встретить. Нужно идти на работу, With unbelieving встречаться с неверующими, colleagues or с bosses or коллегами, whatever. боссами и так далее. That's where you've got to live for Christ. Вот там нужно жить для Христа. That's where you need God to dwell in Вот you. там вам нужен Бог, который живет walk в with вас. Oh, it's a sad thing Это трудно. to hear that there's such a thing as divorce Это печально слышать, когда мы слышим о разводе in the church of Jesus в Christ. церкви Господа Иисуса Христа. I've heard, not here, but other places I've been, even in the Slavic church, Я слышал, что даже уже и в славянских церквях
пришло и до вас. There's such a thing as divorce. Что раньше не было такого вообще даже. How is it possible, Как это brethren? возможно? Beloved, Возлюбленные, if God dwells with us, если Бог живет в нас, if God dwells with me as a husband, если Бог живет во мне как муже, how can I divorce my wife? как я могу развестись со своей женой? Even if she's a terrorist in the home. Даже если она террорист в доме, God says, love your enemies. Бог говорит, возлюби врага своего. But we say, God, no. А мы говорим Богу, нет, We're not going to obey you. мы не послушаемся I rather тебя. divorce this Я лучше ее, woman вот такую женщину, разведусь с ней. and find a humble one И начну жизнь с новой and женщиной. hope for the best. Буду надеяться на But лучшее. God won't be with me Но Бог с тобой не будет. because He says, you have to do what I Потому say. что тебе нужно исполнить то, что я требую. So if we had God dwelling with us, Потому что если Бог живет в нас, walking with us, если Он ходит in с our нами, families, если Он в наших семьях пребывает, how wonderful it would be. насколько прекрасно это. It's difficult to admit and to confess Очень трудно это признать, that we fail. что мы And ошибаемся, very often что мы падаем. we have to admit И нам очень часто нужно that признать, the way we live at home, что как мы живем дома, God cannot live there. Бог не может жить вместе с нами. The things you look at on television То, что мы смотрим по телевизору, or on the computer на компьютере, or on your smartphone на or смартфоне, your iPad or your tablet, таблет. can God dwell with you? Может ли Бог пребывать и жить вместе с нами в эти моменты? There was a certain conference in the USA, Была конференция в США, a pastor's conference, пасторская конференция. and they had it in one of the big conference centers and hotels where they accommodated the pastors. Один из больших конференционных залов был, и там была при этом в зале гостиница, все пастыря потом пошли. When the conference was over, Когда закончилась конференция, the manager of the hotel менеджер гостиницы asked the organizer of the conference. попросил организаторов этой конференции He said to пасторской him, "What kind of conference и was this?" сказал, объясните, пожалуйста, что это была за He конференция? said, "Oh, it was a pastor's Это conference." была пасторская конференция. The man said, "Really?" Менеджер сказал, серьезно? He said, "Do you know А вы знаете ли вы, that the usage of pornographic что channels использование порнографических on каналов televisions на in the телевизорах rooms в комнатах was far higher than any other самое большое, conference чем любая другая конференция, которую мы когда-то that has имели, been held in this hotel?" которая в этой гостинице проводилась когда-либо? Just imagine. Вы можете себе это представить? What a disgrace. Что за неблагословение? Pastors Пастыри looking at pornography. смотрят такие In the материалы hotel room. в гостинице, когда никто не видит. Brethren, it's shocking. Братья, это It's an шокирующе. absolute disgrace Это полное that a worldly поражение. hotel manager Чтобы мирской менеджер гостиницы has to see such a thing. увидел такое и упрекнул, How can God dwell with как us? Бог может пребывать с How нами, can God walk with как us? Бог может ходить с нами, How can He give us all His precious promises как Он может даровать нам все эти драгоценные обетования, if we live like that? если мы живем вот так вот. Now that's that conference. Но это та была I hope конференция. it's not like Я that надеюсь, в ваших конференциях такого не amongst you происходит. here Среди вас такого здесь in this нет. church. В этой I церкви. don't believe it can be. Я не верю, что такое But возможно. God knows Но Бог знает And you лучше. know И вы знаете лучше. your life, Вы знаете свою your жизнь. heart, Вы знаете свое сердце. your ways. Вы знаете ваши пути. Here are the promises, beloved. Но вот с другой стороны его обетование. You are beloved. Вы возлюблены. He wants you. И Он хочет He вас. wants to walk with Он you. хочет ходить вместе с вами. But He says, Но Он come говорит, out. вы ходите. Be separate. Будьте отделенными. Don't touch what is unclean. Отделитесь и не трогайте то, что нечисто. Then I will receive you. Вот тогда я приму тебя. That's the condition. Вот условие, о котором здесь говорит. We have to come out. Мы теперь должны это We have понять. to separate ourselves. Мы должны разделить это. And we have to not touch the Нам unclean. непозволительно прикасаться к This нечистому. world is unclean. Этот мир, он не чист сам по себе. It stinks. Он воняет. We were in извините за San выражение. Francisco Мы были yesterday. вчера в Сан-Франциско. What a beautiful city. Какой прекрасный город. But my word, О, ужас. what an unclean city. Какой нечистый город.
It's all over like that. И это везде, повсеместно, по всему We have to миру. live in this world. Мы живем в этом мире. It's unclean, Он нечист. but we need not touch it Но нам не нужно прикасаться к этому. and give it a place in our hearts. Нам не нужно иметь это место в сердце для этого We города. need to separate ourselves Нам from it, нужно brethren. отделить себя, братья. James says, Иаков говорит, and he asks a question like Paul и он задает такой же вопрос, как и in Павел. chapter 4, verse 4. 4 глава, He 4 says, стих. do you not know Разве вы не знаете, that friendship with the world что дружба с миром is enmity with есть God? вражда с Богом? It makes us enemies Нас эта дружба сделает врагами of this loving Father, нашего любящего Отца. because the world is an enemy of God. Потому что мир является врагом для Бога. He says, come out from among them and be separate. Поэтому здесь написано, выйдите из них, Do not touch what is unclean. отделитесь, не трогайте And то, что I will нечисто, receive you. и я приму вас. We've received Christ. Мы приняли Христа. You've received Christ. Вы приняли Христа. But here he says there's a condition Но to здесь him есть receiving us. условия, теперь Он еще принимает и нас. Yes, we are beloved, Да, мы возлюблены, but maybe we live like orphans. но, может быть, мы живем, как эти интернатовские We live сироты. as if we have no father. Живем, как будто бы мы без Отца. We live in fear. Живем в We страхе, live with stress. живем в стрессе, We live with lust and all kinds of things. живем в похотях, Like orphans without a father. точно так же, как сироты без Отца. He says, come out. Говорит, выйдите. You know, we can use another word that we understand better. Мы используем другое слово, которое лучше понимаем. Repent. Покайся, Turn around. возвратись, Come out from развернись, there. выйди из этой ситуации, Come back to your father. вернись к Отцу, Forsake those things that are оставь wrong. то, что неверно, неправда, нечисто. And then we come to chapter 7, verse 1. И теперь 7 глава, 1 стих. Therefore, having Итак. these promises, beloved. Итак, возлюбленный, имеет такие обетования. You see, we are not saved by works. Видите, мы не спасены нашими We делами. are saved by grace. Мы спасены благодатью. But we have promises, beloved, Но у нас есть обетования, возлюбленные. which we cannot have И мы не могли бы их иметь, unless we obey God. если бы мы не послушались You Бога. can be a Christian Можно быть христианином and live a miserable life, и жить ужасную жизнь, empty, пустую жизнь, unhappy, несчастную жизнь. long face from morning till night. Вот это то, что американцы говорят, с такими вытянутыми лицами. You can't understand. Вы не можете понять, что Why происходит. doesn't God bless me? Почему Бог меня не благословляет? He says, because you have these promises, И он объясняет здесь, потому что вы имели все эти Beloved. обетования, возлюбленные. let us cleanse ourselves Давайте очистим from all filthiness of the flesh от and the spirit. всякой скверны плоти и духа. We need to be washed. Нам нужно омыновение. It's not good enough that you were washed once. Недостаточно, что нас омыли однажды. When you were born again, Когда мы заново родились, you went through the bath of regeneration. мы, можно сказать, прошли через ванную омыновения. But some of us are like boys. Но многие из нас как мальчишки. Boys hate having a bath. Мальчишки почему-то Well, не любят купаться. Most of them do. I know my son was like that, and many boys, you know, they don't want to have a bath. Многие мальчишки, они не любят Maybe they купаться. reason, well, I'm dirty as it is, so I'm just going to get dirty again. Why waste my Они, time? наверное, думают, я грязный сегодня, завтра буду грязным. Чего тратить мое время на какую-то ванну? Normally, girls are not like that. Девочки по-другому воспринимают этот мир. But, dear Christian, Но, дорогие beloved, друзья, возлюбленные, you've been washed, нас омыли. but haven't you fallen into something dirty? Но разве мы не падали во что-то грязное? Haven't you touched the unclean? Разве мы не прикасались к чему-то несвятому? Haven't you become defiled? Разве мы не заражались вот этой болезнью греха? Reminds me of a little illustration. Еще раз, мне это напоминает вот эту Somewhere in иллюстрацию. Africa. Где-то в Африке происходило. Must be where we stay, where there's mangoes. Может, там, где мы живем, там, где много манго. Mangoes grow on our mission. Манго растет на нашей миссии. And they tell a story of a mother Рассказывают историю о маме. who had two little boys, У нее было 2 детей. and then she
picked a nice big mango. Она собрала такие хорошие спелые манго, She told her boys, go wash your hands, сказала мальчикам, помойте ваши руки, while she cut the mango. когда она резала это манго. When they came back, Когда они вернулись, one boy had clean hands. у одного мальчика были чистые She руки, gave him a nice big piece of mango. она дала ему кусочек He манго, enjoyed it. он насладился. His brother Его брат also reached out his hands. также протянул свои руки, They were still dirty. но они не были помыты, So они she еще said, были my boy, грязные. you cannot have mango. Тебе не могу дать это манго. So he threw a tantrum. Тогда He got mad. тогда ему это не понравилось. And he just ran away and said, my mother doesn't love me. Он убежал и сказал, моя мама меня не любит. When his dad came home from work, Когда папа вернулся с he работы, ran to his dad. он побежал к отцу. He says, Dad, Сказал, mom's nasty. Папа, мама просто ужасный She человек. loves my brother, but she doesn't love me. Она любит моего брата, но меня не любит. He said, why do you say that, my Почему ты boy? так говоришь, мой мальчик? He said, Dad, she gave him mango and she wouldn't give me any Она mango. дала ему манго, а мне манго вообще не дала. And when he came to the mom, Когда он подошел к своей жене, he к said, маме, why do you do such a thing, my dear wife? дорогая моя жена, что ты делаешь с детьми? She said, no, ask the little boy Не-не-не, спроси у мальчика, why he didn't get mango. почему он не получил манго? He would not wash his hands. Он не хотел помыть свои руки. And I refused to give him the mango. Поэтому я не дала ему манго, потому что Now, руки dear были beloved, возлюбленные. God promises you more than a nice mango. Господь обещает нам больше, чем просто плод манго. God promises us the greatest gift of His presence. Господь дает нам подарок своего That He присутствия. says, cleanse yourself. И говорит, очистите себя, Confess your sin. исповедуйте свой грех. Where you've touched the unclean. Где вы касались к нечистому, Where you've disobeyed там, где God. вы непослушание проявили Where you've Богу, loved the world. там, где вы любили And мир, the things of this там, где world. вы любили вещественное начало Confess мира, it. исповедуйте. That's what cleansing is. Вот что вас освящает. And repent of it. Покайтесь в этом. Forsake it. Оставьте это. Get it out of your life. Вы вынесите это вон из вашей жизни. Filthiness, he says, of the Всю flesh. эту грязь and этого the мира. spirit. Это дух, нечистоту плоти и духа. And perfect holiness in your life. Совершая святыню в страхе In Божьем. the fear of В God. страхе Божьем здесь написано. Start a new life Начните новую жизнь. where you fear God. Там, где мы живем And where жизнью, you pursue holiness. где мы ищем святости Его. Because He's a holy God, Потому что brethren. это святой Бог. He will not have fellowship with sin. Он не сможет иметь никакого общения со грехом. Его кровь Cleanses from all sin. очищает от всякого греха. May God help you Пусть and me Господь поможет вам и мне, that we won't lose out чтобы мы не потеряли on these promises. на вот этих обетованиях. Let's pray. Давайте